Дмитрий Рогозин, предлагающий жестко бороться с этнической преступностью. Франц Клинцевич, один из лидеров «Единой России», человек, которого похвалил президент за его работу в Чечне. И Асламбек Аслаханов, отказавшийся бороться за пост президента Чечни и ставший помощником президента России. Мы начнем после рекламы и информации о погоде. Добрый вечер. В прямом эфире «Свобода слова». Программа, в которой свободу слова ограничивают время, и я, Савик Шустер. Правильно или неправильно, но в этой программе в «Свободе слова» мы впервые использовали термин «палестинизация чеченского конфликта». Мы получили очень много критики в свой адрес. Сейчас этот термин используется достаточно широко. Я лично до сих пор не уверен, правильный он или нет. Но в Израиле, в отличие от нас, никто не задается вопросом, это палестинский или не палестинский терроризм. А у нас да. Мы попросили нашу аудиторию ответить на вопрос: терроризм в России чеченский или международный? В принципе, мы получили вот такое деление. В основном большинство населения считает, потому что отождествляю нашу аудиторию с населением, большинство, 60% считают, что терроризм международный, 40% считают, что он чеченский. То есть корни этого терроризма не в Чечне, а может быть где-то в пещерах Афганистана. Я прошу нашу аудиторию начать работать, и кривые будут именно такими. Красная кривая – это люди, которые считают, что терроризм международный, а терроризм чеченский – это зеленая кривая. Но раз так, я главным героям сразу задам вопрос. Если бы не было войн в Чечне, был бы терроризм в России? Президент Чечни Ахмад Кадыров. Коротко. Сложно ответить. Если бы не было в Чечне войну, ее, наверное, придумали бы наши руководители в другом регионе. Тогда, после развала СССР, эта война, наверное, нужна была, во всяком случае, не нашему народу, а тем, которые, значит, заправляли эту войну и делали на нем политику и бизнес. А вот вы говорите, что все равно вы придумали где-то, то есть именно Да. чтобы делать деньги. Где-то в российских регионах придумали бы. А Чечню взяли, потому что чеченцы это всегда использовались как люди-воины и наивный народ сам по себе. Мы люди верим, когда нам говорят, мы сами доверчивые люди и обещаниям верим, там, другим словам. Вот и используется народ, а то, что народ воинственный, мужественный, используется этот народ, и на этом народе делается большая политика. То, что сегодня в Чечне происходит, это не война чеченского народа, это не война против России и Чеченской Республики, это война для расшатывания российского государства, для его расслабления и, если хотите, для его развала. Я сразу обращу ваше внимание на то, как с этими нашими пультами традиционными работает общественное мнение. В принципе, люди, которые считают, что терроризм, его корни в Чечне, они не согласны с тем, что вы говорите. А я не смотрю туда, согласны или не согласны. Да. Не, ну правильно, вы не смотрите. Правильно. Я смотрю. Да, смотрю. У нас разные позиции. Я смотрю, вы не смотрите. Асламбек Аслаханов. Итак, если бы не было войн в Чечне, был бы терроризм? Безусловно, не было бы таких масштабов терроризма. Я хочу вам сказать, что в ноябре 1994 года я был у президента России Ельцина и просил не начинать военные действия в Чечне, ибо от Дудаева в массовом порядке уходили его сторонники. Был через 3 месяца выборы, мы говорили, что нормального президента изберут. Он клялся, божил, что не будет никакой войны и никаких действий боевых не будет в Чечне. Говорит, что мы сумасшедшие, мы страшно гордимся, что в России, говорит, нет военных действий. И буквально месяца не прошло, как бы войска были введены, начали военные действия. Когда заведомо знали, что если беда придет в республику, население республики объединится вокруг любого лидера. Даже кровники прощают друг друга, идут отторгать внешние угрозы. И я полагаю, что эта война была запланирована специально для того, чтобы на этой войне нажиться. То есть вы считаете, если в 1994 году не были бы введены войска в Чечню и начались бы боевые действия, не было бы и вот эти трагические последствия мы не имели. Пожалуйста. Значит, корни терроризма здесь в Кремле были тогда. Отсюда они и ушли. Выходит так? Выходит так? Корни были здесь. Это к вам. Будем говорить так, из федерального центра. Из федерального центра. Хорошо, Дмитрий Рогозин.
Я думаю, что не война была прародительницей терроризма, а, скорее всего, был мятеж. И не в 1994 году, а намного раньше. Это был мятеж, мы знали о нем. В 1992 году, в 1993 году там резали русских. Федеральная власть Нет, действительно... неправда. Это правда. Не надо. Дима, ты в Резали Чечне русских. вообще не был. Проезда, наверное, было. Огромное а говорит- количество русских людей бежало оттуда. Практически русская Бежало. община, которая была около 350 тысяч человек, она была практически выгнана, изгнана оттуда. Поэтому в 1994 году, конечно, попытались найти решение этой проблемы, нашли абсолютно неадекватное решение этой проблемы. Но я считаю, что корни терроризма, безусловно, уходят в мятеж, который появился на территории Чечни. Другое дело, что этому мятежу способствовали неадекватные, иногда даже провокационные действия Ельцина и его окружения. Это точно. В 1991 году чечено-ингушская законная власть была свергнута незаконно Кремлем. Будучи председатель Верховного Совета РСФСР Хасбулатов приехал в Грозно и сказал: если ты не уйдешь за угол, я тебе железной клеткой увезу. Свергли законную власть, отдали все оружие, которое было в Чечне, и чеченцам сказали: возьмите, что хотите. Все, оружие, продовольствие, что хотите, там воинские части были. Сотни тысяч оружия, стволов оставили, технику оставили и сказали: все, чеченцы, живите. А потом прошло 3 года, а нет, тут надо порядок наводить теперь, конституционный. Вели войска, в 96-м порядок якобы не навели, войска вывели, опять оставили Чечню. Поэтому президент России правильно говорит: народ не виноват, народ отдан был бандитам на откуп. Народ, корни не там, корни надо искать здесь. Берите сколько хотите. Вот и подумали, что сможем проглотить. И застряло. Расхлебываемся вместе. Франц Клинцевич, пожалуйста, это просто, что это часть программы, где мы пытаемся понять позиции просто, да, был бы терроризм, если бы не было войны. А терроризм вообще не был в Чечне. Зачем говорить? Он еще оттуда идет. Если позволите, я несколько слов скажу, буквально несколько. Если бы территория Чеченской Республики была вся, как Итумкалинский район, горы и бараны, никогда никаких боевых действий на территории Чечни не было бы. А следовательно, при таких ситуациях и не было бы причин возникновения каких-то международных террористических организаций, интересов и так далее. И сегодня я согласен со своими друзьями. Наверное, надо было бы эту проблему посмотреть немножко шире, потому что период, когда начинались вот эти все события, когда разваливался Советский Союз, очень много людей здесь, в федеральном центре, начали подумывать о том, что можно было бы на этом деле сильно поживиться. А уж здесь дальше сработал и наивность чеченского народа, и его воинственность, и все остальное. Андрей Бабицкий. Знаете, я думаю, я недавно был действительно в горах Чечни. У меня есть ощущение, что сегодня вооруженное подполье, оно в основном мотивировано идеями радикального ислама. То есть в горах в основном воюют те, кого называют ваххабитами. Я полагаю, что эти идеи, они глубоко чужды чеченскому обществу. И если бы вооруженное подполье получило возможность какой-то легализации, скажем, политической, то вот этих мальчишек отцы просто разобрали бы по домам. Потому что это, в принципе, субэтнос. В нем не угадываются как бы ни религиозные, ни культурные интенции чеченского народа. Можно задать вопрос? Пожалуйста, вы можете задать Господину вопрос. Бабицкому. Мне интересно, вот как вы приехали в Чечню, нашли, значит, горных бандитов, переговорили с ними, свободно вернулись в Москву. Кто вас сопровождал? Никто. Нет, так не может быть. Уверяю вас, мы... Вы, значит, знаете, где эти люди, или же те люди, которые вас сопровождают, а потом сажают в это кресло, и чтобы вы об этом говорили? Тут очень много вопросов загадочных. Я не Мы совсем- ищем этих бандитов, Вы знаете, мы объявляем вознаграждение за информацию или за поимку, а вы свободно едете в Чечню, значит, вы даже не живете там и не наш гражданин, и вы находите их и возвращаетесь и говорите: вот они там ваххабиты, вот они так Что есть какое-то отдельное чеченское гражданство? Да, гражданство российское, но граждане Чечни. Я гражданин России, и я предполагаю, что журналист... Я правда, считаю работает там, гражданином где- России, я считаю где он гражданином считает России необходимым. того, который защищает это государство.
Они критикуют его со стороны, когда ему угодно или удобно это делать. Я считаю, тех граждан России, а не те, которые делают политику на этом. Ну, вы знаете, там, Вот это наверное, гражданство, я считаю. большая часть журналистов Название, это не граждане России, это потому что другое. в той или иной степени Пожалуйста. считают необходимым критиковать государство и очень многие аспекты Господин его президент, но мы же можем Мы можем. работать так, чтобы вам было неприятно. Мы же не можем Да все нет, мне работать так, очень чтобы удобно. вам приятно. Мне очень удобно. Понимаете? Да. Пожалуйста. Я никогда не был сторонником Дудаева и должен сказать вам, Зато что я за был. период его деятельности Правильно. А вот, господин президент, это не я имеет- был. абсолютно не имеет значения. Но за период вот это до 94 года, насколько я помню, наверное, вы знаете, в Чечне не было ни одного теракта, и на территории Российской Федерации ни одного террористического акта не было. Ну вот. Не было теракта. Когда мы говорим, откуда корни? ну там были другие, да. Но другие, всякие, да, были. было похищение людей. Да. Вернее, похищение Вы людей знаете не что? было. Давайте у были, нас сейчас- были массовые вытеснения людей, это было. Было русскоязычное но были вытеснение. и похищения Были тоже похищения были. и, в первую очередь, чеченцев. Это все было. Похищение во время правительство. войны, после войны. Господин президент и господа участники программы, у нас сейчас в прямом эфире две такие местности очень разные. Да? У нас Чехия, лагерь для беженцев чеченских, и Кисловодск. В Кисловодске работает корреспондент НТВ Дмитрий Писаренко. Дмитрий, здравствуйте. А в Чехии работает чешская журналистка Мирьям Евкова. Здрасте, Мирьям. Итак, начнем мы, наверное, все же с Кисловодска. Дмитрий, кто собрался у вашего свободного микрофона? Или у нашего? И где? Где вы находитесь? Камера установлена на Кисловодском вокзале. Именно отсюда в начале сентября и в начале декабря уходили электрички, которые подрывали террористы-смертники. Я напомню, что в результате этих терактов погибло 53 человека, более 100, практически около 200 получили ранения. Пострадавшие в большинстве своем это жители Кисловодска, и поэтому здесь и сейчас рядом со мной люди, потерявшие родных и близких в результате этих диверсий, получившие ранения и продолжающие пользоваться этим видом транспорта. Скажите, Дмитрий, вот что люди, как считают люди, возможно быстро решить проблему терроризма в России? Вы слышали вопрос ведущего. Пожалуйста, у кого есть желание выступить? У меня вопрос к президенту Чеченской Республики. Вы просите полномочий о том, чтобы навести порядок в Чеченской Республике. Сколько времени вам нужно для того, чтобы это получилось? И второй вопрос. Как вы думаете, почему никто не берет на себя эти взрывы, которые произошли в последнее время у нас, в нашем регионе и в Москве? Господин президент, На вопросы ответить Дмитрий, чуть позже. Нет, Дмитрий, я думаю, что нам сразу надо на эти два вопроса ответить. Господин президент, пожалуйста, можно вас Значит, пригласить? я... Можно вас Сюда, микрофон? да? Да, Ну, пожалуйста. Значит, два вопроса. Да? Если вы получаете более широкие полномочия, как быстро вы можете решить и почему никто не берет Хорошо, ответственность? я понял вопрос. Значит, я никаких полномочий не просил. Мои полномочия даны мне Конституцией Чеченской Республики и Конституцией Российской Федерации. Как я могу просить дополнительные полномочия, когда мы субъект Российской Федерации? Как быстро покончим мы с этой, с бандитами или с террористами, как только будут работать наши службы, которые должны бороться против них? Я гражданский человек, и я не работаю в спецслужбах. Как они будут хорошо работать, так быстро мы будем справляться с ними. Господин президент, и почему никто не берет ответственность за вот А последний... вот это надо спросить у террористов, почему они не берут ответственность на себя. Мы только сочувствуем, сожалеем, приносим свои соболезнования, ахаем, охаем, получаем то, что мы имеем. Дмитрий, нам гораздо легче держать линию с Кисловодском, а с Чехией мы ее можем вот-вот потерять, поэтому попросите людей просто подождать, потерпеть, посмотреть программу, тем более, что вы можете ее смотреть, а в Чехии они смотреть не могут. Мирьям Евкова, во-первых, вы находитесь в лагере для беженцев. Скажите, пожалуйста, их количество увеличивается в Чехии, эта проблема становится серьезнее или сокращается? Добрый вечер, Савик. Да, количество беженцев в Чехии явно увеличивается. Вот по сравнению с началом военных действий в Чечне в 1999-2000 году, когда в Чехии можно было насчитать до 300 человек, уже в конце 2002 года количество их увеличилось до
до 3000, 3500. В этом году, в прошлом году, в 2003 году, их было более чем 4000. Что будет сейчас, на это пока тяжело ответить. Но по всей вероятности, никак это не поменяется и не уменьшится. Мирим, а мы можем людей спросить, вот рядом с вами люди, почему они бегут из России? Да, вот сейчас со мной стоит группа людей, которые покинули Чечню, и не только Чечню, а даже Россию, вот, например, полтора года назад, даже и раньше. Вот, Тимур, можешь ответить на вопрос, почему ты покинул Россию? В Чечне, безусловно, существует опасность для мирных жителей. Это не секрет, не так уж. Но если есть опасность для жизни, то ее стоит покинуть, хоть и на время. Мы не собираемся жить на всю жизнь за границей. В первой же возможности, если все будет нормально, если будет нормальная жизнь, мирная жизнь наладится, то тут, я думаю, все же с удовольствием поехали бы обратно домой. Спасибо. Вот Луис. Из-за детей, конечно, чтобы дети получили образование какое-нибудь, чтобы за это время, сколько идет война, сколько дети там без образования уже выросли, уже одно поколение выросло без образования у нас. Чтобы вернуться потом с умными, с детьми, которые на самом деле выучатся чему-нибудь хорошему, надеюсь. А Лейла, ты? На сегодняшний день в Чечне нету легитимной власти. Произошел фарс с президентскими выборами. 11 сентября президентские выборы уже были проиграны, потому что альтернативы Кадырову не было. Кадыров – это человек Кремля. У нас был легитимный президент, легитимная власть в лице Масхадова, но сейчас ее нету. Если бы в Чечню ввели бы, как в Албанию, Индонезию, ограниченный контингент войск ООН, тогда бы, может быть, там наступила бы какая-то ясность. А сейчас в Чечне тупиковая ситуация. И чеченцев преследуют по этническому, национальному признаку. Я хочу задать вопрос студии, я хочу задать вопрос главам государств России и Чечни. Сколько нужно умереть чеченцам, сколько их должны убивать для того, чтобы их назвали преследуемым меньшинством как на территории Чечни, так же на территории Российской Федерации. В этом огромном государстве Российской Федерации для маленького народа не нашлось маленького места. Спасибо. А что скажешь ты? Ну, то, что чеченцев преследуют по национальному признаку, это уже очевидно. Доказывать уже не надо. Вот. Единственное, я хотел бы задать вопрос там. Если они действительно хотят закончить эту всю ситуацию, вот, когда они выведут войска, а потом, после этого, когда они начнут наводить там порядок всего лишь. Это именно, если там есть Рогозин, то ему этот вопрос хотел задать. Вот это были чеченцы, которые сейчас проживают на территории Чехии. Спасибо, Мирьям. Чешская журналистка Мирьям Евкова побывала. Много этих лагерей для беженцев, это лишь один. Да. Ну, господин президент, вам были заданы всякие вопросы, да, но явно вот три категории людей. Кто уезжает, потому что нет будущего для детей, кто боится за личную безопасность, кто считает, что вы нелегитимный президент, и кто вообще считает, что эти этнические, ну как их назвать, да? Не чистки, но вот эта вот этническая страсть, которая вот нагнетается в России, это опасно. Это опасно. То, что преследование есть, в этом они правы. Это мы видим и сегодня. Как только где-то что-то вспыхивается, сразу мы начинаем говорить чеченский след. Не разбираемся, кто это сделал, кто там виноват. Все взрывы, которые были и в Москве, и в Волгодонске, значит, арестованные, задержанные, осужденные, не чеченцы. Но говорили чеченцы. Я был в Москве, когда был первый взрыв, еще в 1999 году. За сутки тут были арестованы более 900 чеченцев в Москве. Преследование есть, но то, что говорят, там опасно, безопасно, слушать, значит, какую-то долю, какого-то процента людей. В Чечне проживает более миллиона населения сегодня. Учатся дети, работают в больнице, функционируют. Есть все органы власти, но мы видим, тут есть и масхадовские эмиссары, которые защищают человека, развязавший нам эту войну, который создал анклав бандитов в этом регионе Чеченской Республики. А почему обязательно эмиссары? Ну просто человек так думает. Нет, это люди выехали, они работают, они на этом имеют какие-то копейки. Если бы не было бы так, как можно защищать человека, который вверг свой народ, свою республику на войну?
Кто мешал Масхадову, значит, не допустить нападения на Дагестан? Или же хотя бы осудить это вторжение в Дагестан? Кто ему мешал? Если он президент, если он за свой народ, и он народно избранный. А то, что там говорят, он форсированные выборы, человек Кремля, это меня радует, если Кремль меня поддерживает, президент поддерживает. Кто бы не хотел бы такую поддержку и быть человеком Кремля? Это нормально. А то, что это они говорят, мы, пожалуйста, сегодня выплачиваем компенсацию. Дайте это сказать. Да. Компенсация за утерянное жилье имущество. И кто хочет возвращаться из Чехии, из Кисловодска, пусть возвращается. Жилье, если разрушено, они получают свои деньги. Мы помогаем им устраиваться, открываем им пункты временного размещения для того, чтобы они были в республике. Так что есть все условия созданы. Сейчас не 2000 и не 2001. Господин президент, ну вот тогда ответьте на так. Вот из того, что нам было сказано оттуда, что динамика, да, вот она растет, больше беженцев, больше становится. Вот когда вы пришли к власти, их стало уже 4000, а не 300. Как вы это объясняете? Стало 4 не 300. Ну вот нам было сказано, да, Мирьям Евковой, да, что их было 300. Вот такая цифра постоянно. А откуда у нее такие статистические данные? Она журналист, она это... Да, но она может говорить. Я тоже могу сказать, что у нас в Чечне вернулось 600 тысяч после моего избрания. Ну и что? Ну они сказали, какое доказательство этому? Вот вопрос. Хорошо. Дмитрий Рогозин, вы на вопрос, который вам был задан, ответите? У меня вопрос был задан, когда выведут войска и когда там наведут порядок. Но я могу сказать только одно, что вот мы анализировали, как проводилась амнистия летом прошлого года, хотя господин Кадыров об этом много говорил, такого хорошего, но я совершенно не понимаю, каким образом такого рода амнистия была организована. Когда люди спускались с гор, доставали ППШ времен Великой Отечественной войны, сдавали эти железки, значит, администрация Чечни, а также представители федералов. В результате, без всякого переходного периода, без всякого запрета даже на профессии, тут же очень многие из них стали сотрудниками чеченской милиции, да, Махаджи? Даже и после этого, личная служба, да. Да, и после этого мы говорим о том, что именно тем людям, которые только что спустились с горы, которые недавно были бандитами, они теперь будут успешно бороться с бандитизмом. Знаете, я не в сумасшедшем доме живу. Я могу сказать только одно, что такими методами точно бороться мы с терроризмом будем еще лет 200. Я считаю, что есть только один способ бороться с террором. Безусловно, добиваться, конечно, лояльности чеченцев, конечно. Безусловно, спецслужбы должны работать с чеченскими диаспорами, в том числе делая там, вербуя там агентуру, как это делают, скажем, американцы, ЦРУ, ФБР, которые работают с арабской общиной в Соединенных Штатах, как это делают французы, которые со всеми этническими общинами работают, очень плотно. Мы практически не работаем. Это первое. И второе, только специализированные органы государства, Федеральная служба безопасности и другие структуры могут работать против террористов. Не дилетанты и не бывшие террористы, которые просто поменяли кокарды и теперь сегодня являются чеченской милицией. Я хочу возразить, значит, подождите. Пусть похлопают, а потом я скажу. Я понимаю, что вы хотите высказаться. Пока там стоит ваш президент. Да, подождите. Значит, мы не живем в сумасшедшем доме. Мы живем в государстве, но у нас есть сумасшедшие люди. Вот таких людей надо лечить. Эти люди делают политику в Чечне и на Чечне. Господин президент, подождите. Имена только, имена я бы хотел. Не хочу я имена называть, тут тоже не называют имена. И те люди, которые сложили оружие, только они могут против этих бандитов воевать и стоять против них. А те, которые вы говорите, спецслужбы, они 10 лет там еще будут работать, как хотят, ничего не сделают. Сегодня люди, которые сложили оружие, они на верную путь смерти стали, потому что те их убьют, если они не их. У нас подходы нормальные, правильные. И ППШ вы не видели, кто сдавал. Вы не были в Чечне. Вы один раз только проехали с лордом Джадом ночью. Мы и уехали вы. Но обсуждать так, говорит, вот вы именно разжигаете межнациональную рознь, когда говорили, здесь стояли чеченцев, надо в угол загнать, один говорит, другой их надо депортировать. Вот этих черных, вот, пожалуйста, после вашего выступления в Питере, значит, убили 9-летнюю девчонку. Если мы сегодня, то есть власть, не обратит внимания на тех бритоголовых, которые называются шалостями, ребячеством, мы получим не одну Чечню.
Мы ничего не делаем, пока у нас не загорится. Хорошо. Когда загорится, вот тогда мы собираемся тушить пожар, а смотрим, у нас даже воды нету в пожарной машине. Господин президент, я вас прерываю по одной причине, потому что у нас Кисловодск уходит, да, у нас 5 минут давайте. осталось сателлита, давайте Кисловодск людям дадим нельзя. высказаться. Дмитрий Писаренко, пожалуйста, высказаться. Да, и вот среди собравшихся я отмечу и мэр Кисловодска Сергей Демиденко. Для него эта тема очень знакомая. Он имеет звание полковника и участвовал в обеих чеченских кампаниях. Пожалуйста, Сергей Викторович. Я хочу уточнить, что терактов в Кисловодске не было. Они были за пределами нашего города. В Кисловодске люди отдыхают, не воюют. Очевидно, что сегодня у президента Чечни большой политический, административный и боевой опыт. И у меня два вопроса. Скажите, как вы считаете, что должны сделать вы, как президент республики, чтобы на территории Чечни не готовились террористические акты? И что должны сделать мы, представители муниципальной власти, силовых структур, чтобы из Чечни к нам не смогли прибывать террористы? Хорошо. Но так как у нас мало времени, мы ваши вопросы запомним, и на них президент ответит, но пока у нас есть время, давайте послушаем людей. Вот как они считают, можно эту проблему решить быстро или нет? Да, пожалуйста, есть желающие? Мы знаем, что общественное мнение во многом зависит от того, как это преподносят средства массовой информации. Сейчас региональная независимая газета «На водах», которую я представляю, а также телерадиокомпания «СИФ» в Кисловодске выступают инициаторами создания ассоциации независимых средств массовой информации, в программу которых будет включено обязательно формирование установок мира, толерантности и добрососедства. Какие рекомендации могли бы вы дать нашей ассоциации? Считаете ли создание ее целесообразной? Вопрос. Вот вопрос. Вот, ну это и есть вопрос. Хорошо, Дмитрий, я думаю, что мы понимаем примерно настроение и мысли людей, и сразу дадим возможность президенту Чечни ответить на вот эти два вопроса, которые были заданы мэром. Во-первых, что можете, должны сделать вы, да, чтобы там у вас не готовились теракты против России? Во-первых, нигде не доказано, что эти теракты готовятся в Чечне. Это не вопрос. Первое. Второе, что я должен сделать? Я должен защищать свой народ, которым мне доверили свою судьбу. Я буду это делать. И буду защищать их права и со стороны федералов, и со стороны бандитов. А что должны сделать руководители субъектов или же муниципального образования, чтобы к ним не проходили террористы из других субъектов? Они должны, их сотрудники там, и работники должны работать, наверное, почетче, чтобы не проходили. Но нигде не доказано, что теракт, который прошел в Москве метро, к сожалению, я об этом выявлял свои соболезнования. Это никто не доказывает, что это сделано и в Чечне подготовлен, приехал человек, сел в вагон. Он не может с этим поездом проехать или с сумкой проехать сюда. Я думаю, это здесь было подготовлено все, приготовлено вернее. Поэтому надо всем нам собраться, не критиковать сегодня одну Чечню и чеченский народ, обвинять их во всем, как можно больше, а наоборот, посмотреть, что же это за люди. Вы посмотрите, вы говорите, вот у них глаза не голубые, у них волосы черные. У нас есть и голубоглазые, у нас есть и карые, у нас есть и черные глаза, и всякие. Мы тоже люди. Мы граждане России. Зачем делить нас? И когда политики, которые находятся где-то у руля, когда они делят, вот это бывает просто обидно. Загонять, выселять, депортировать, уничтожать. Невозможно это сделать. Невозможно. Да, народ можно уничтожить, но если народ встанет, это будет очень тяжело. Дмитрий Рогозин, в общем-то, вам был брошен вызов по-настоящему. Вот вы были на этой программе в день теракта, вы выступили с такой пламенной речью борьбы с этнической преступностью, и вот господин президент говорит, что потом таджикскую девочку убили в Ленинграде. Да, буквально после этих выступлений. Да. Значит, мне кажется, что господин президент, если он хочет называться именно таким образом, во-первых, должен прекрасно вы знать... можете как хотите называть. Во-первых, должен прекрасно знать, что я бывал в Чечне не меньше, чем вы в Москве. Это раз. И причем в то время, когда вы я еще... в Москве бываю, причем еще в то время, когда вы были на стороне врага. Это первое. Второе. Что касается того, что я говорил.
Не надо путать вещи и подменять понятия. Я говорил о борьбе с этнической преступностью, о точных ударах специальных служб по гнездам, которые свелись на территории Москвы и других крупных российских городов. Подменять это понятием, что якобы кто-то из нас выступает за выселение кавказцев, других граждан России из Москвы, не было такого. Хватаджи, зачем вы такое говорите? Вы что? Вы спросите. Вы нарисовали себе врага. Вам проще всего бороться с таким врагом, и вы с этим врагом виртуальным, несуществующим в этой аудитории, здесь красиво боретесь. Мы спрашиваем вас конкретно, почему Россия, вся Россия помогает сегодня Чечне? По 2003 году 2 миллиарда 250 миллионов рублей было вложено, не считая военных расходов, в Чеченскую Республику. Почему вы работаете неэффективно? Почему сегодня вы пытаетесь не отвечать на конкретные вопросы о неэффективности вашей власти и пытаетесь обвинять ваших оппонентов в том, что якобы они призывают к выселению чеченцев и кого-то еще? Мы никогда этого не призывали. А убийство этой девочки таджикской – это преступление, которое должно быть, безусловно, расследовано. Поэтому отвечайте, господин президент, на конкретные вопросы и не пытайтесь шельмовать ваших оппонентов. Вы давайте ведите нормально, не указывайте, отвечать мне, не отвечать. Я могу и отвечать, и не отвечать. А то, что вы призывали, не призывали, тут есть две аудитории. Есть, которые, значит, поддерживают чеченцев, скажем так, и Чеченскую Республику. Есть, которые, значит, настроены прямо против чеченцев. Чеченский след, чеченский терроризм, как можно говорить 40%? Вообще люди не понимают этого. Что первый террорист в мире чеченец, что ли, был? Или впервые взорвался чеченец с поясом смерти, который вы называете пояс шахида? Вы, наоборот, оскорбляете шахидов, которые... Это шахид, которого имя Аллаха отдал свою жизнь. А это смертники, это преступники. Первое. Второе. Если говорить там о деньгах и использовать этих денег, для этого у нас органов ой-ой-ой, достаточно. Почему-то за 3,5 года никого не посадили, что там было расхищение, а вот высказываний очень много. Все, кому не лень, говорят, вот черная дыра в Чечне, вот там Кадыров не справляется, вот надо генерал-губернатора. Пробовали генерал-губернаторами, пробовали, были Ермоловы, были всякие. Подход сегодняшнего президента единственный верный. И назначение Кадырова, он знал, что я был с Дудаевым, что я был с Масхадовым, что я призывал к войне. Он все это знал. Но единственный, кто мог стать против них, это был Кадыров. У меня тогда было 4 человека, когда я стал против, как вы тут начали, против течения Бен Ладена, если хотите, или ваххабизма. Я против них воюю с конца 96 года. Но никто не помогает. И поэтому, я извиняюсь, вот господин Бабицкий может попасть в Чечню, встретиться с ними и вернуться оттуда. Вот поэтому продолжается война. Потому что те, которые развязали войну, не дают закончить его. Не дают. Я хотел бы... Да, пожалуйста. Пожалуйста. Да, у меня нет ощущения, что война продолжается из-за того, что журналисты встречаются с той или с представителями... У меня вопрос, как вы могли поехать и вернуться? Или другой стороной. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, война сегодня продолжается в значительной мере благодаря вашей политике, господин президент. И я не согласен с Дмитрием Рогозиным, который говорит о том, что ваша деятельность неэффективна. Мне как раз кажется, что, он тоже знает, что больше всего. За несколько лет господину Кадырову удалось создать так называемую службу личной охраны. Это огромная банда насильников, грабителей, убийц, которые терроризируют Чечню. И в значительной степени война продолжается еще и поэтому. Я вчера был на оперативном штабе, я отдал справку работы за 1 год. Вот этих людей, которые он оскорбляет, называя бандами, я предупреждаю, не делайте оскорблений, за каждое слово придется отвечать. Отдал я справку, и 28 сотрудников этих людей, которых вы называете бандитами, награждены ФСБ Российской Федерации. Пофамильно вы можете их получить тоже. Пожалуйста, пожалуйста. Да, конечно, представьте. Независимый журналист Польша. Во-первых, я хочу вернуться к самому главному, то есть к терроризму. Откуда корни терроризма? Я спрашиваю, если действительно хотим узнать, откуда они растут, почему мы никогда не даем, то есть мы, то есть СМИ российская, то есть вы, русские, не даете голоса другой стороне. Есть фильм, который показывает
может быть правду, может быть неправду о взрывах домов в Москве. Почему он запрещен здесь, в России? Почему фильм о Норд-Осте... Вы к кому обращаетесь сейчас? Запрещен... Вы к кому обращаетесь? К виртуальному какому-то человеку? Нет. К кому вы обращаетесь? Секунду. Да. Я говорю о давайте терроризме, конкретно. да? Почему? Потому. 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 И еще. Хорошо. Тогда я абсолютно, я согласна с господином Кадыровым, я никогда не думала, что я могу согласиться с президентом Кадыровым, но он прав, что корни терроризма абсолютно не ведут в Чечню напрямую. И вы говорили о Ессентуках. Я могу что-то сказать, да? Пожалуйста. Пожалуйста. Вот после теракт в Ессентуках прошел 5 декабря, да? А потом 26 декабря показали человека Ибрагима Исрапилова, который был осужден за это, которого схватили как человека, который присутствовал, который вообще отвечает за это. Но этого человека задержали на дороге в Горогорск до того, еще до теракта в Ессентуках, на неделю до того его задержали. А потом показали, что он это готовил. И я думаю, что нам надо разбираться в терактах намного более тщательно. Я вас спрашиваю, почему ни один суд насчет террористов не был открытым? Почему ни один суд не происходит на глазах всего общества? В общем-то, может быть, вы и правы. Может быть, и есть здесь люди, которым этот вопрос правильно задать. Вот Францу Клинцевичу и Дмитрию Рогозину, которые являются у нас все же представителями федеральной власти. Почему не открыты процессы, почему мы не верим ни одному вердикту суда по-настоящему, и почему мы не показываем все, что вообще-то было бы правильно показать? Вопрос на самом деле очень серьезный, и я думаю, что в данном случае у правоохранительных органов есть какие-то на это соображения, наверное, пока мы эту проблему не закрыли. Но я хотел бы вернуться к истокам. Вот я очень внимательно наблюдаю нашу сегодняшнюю дискуссию, и она, мне кажется, что мы как бы пикетируемся, пытаясь уличить друг друга в каких-то сказанных словах. И хочу напомнить один очень маленький, но такой серьезный исторический момент. До 1939 года на постсоветском пространстве в Средней Азии мы боролись с басмачеством. До 1939 года. И проблема была страшная, ничего не могли сделать, армии были там. Началась Вторая мировая война в сентябре 1939 года. Вы знаете, банды басмаческие пропали сразу. Потому что интерес, который подыгрывался извне, он перешел в другое русло. Это стало неинтересно. И на протяжении всей войны советской никогда никакие басмачи там больше не выступали. Не было источника, не было как бы информации. Мы сегодня говорим о терроризме. И я абсолютно убежден в этом, что терроризм в Чечне имеет международные корни. Он исполняется только теми заинтересованными людьми, которые живут на территории Чечни и которым уже обратной дороги нет. Мы говорили сегодня про оружие. Вот, к сожалению, мне неприятно слышать, потому что многие не понимают, что если бы Кадыров не взял этих людей к себе, то у них другой альтернативы, другой жизни не было бы. И никто об этом не говорит. Скажу больше, чтобы никого не обижать, эти люди бывают не всегда правы. И с этими людьми надо работать. Но почему мы сегодня все вот собрались и навалились на Кадырова? Это что, проблема одного Кадырова? Это не проблема России, это проблема России. Прежде всего. Франц Адамович, мы на него навалились, у него работа такая. Да, это есть. Дело в том, что вы поймите правильно, я очень хорошо знаю обстановку в Чечне и знаю ситуацию, которая сложилась. И знаю ошибки, в том числе и Кадырова, которые есть. Но вместо того, чтобы помогать, мы как бы упрекаем, опять же, не учитывая ни грамма чеченский менталитет, какие-то конкретные вещи. Вот мы опять уходим от ответа. Вот был задан очень конкретный вопрос. Почему мы не верим вердиктам судов? Почему? Во-первых, скажем так, по тем судам, которые состоялись, и их не так много на самом деле,
и не все расследовано. Там присутствовали люди, это показывали, говорили, рассказывали. Я не знаю, почему сложилось такое мнение. Были отдельные суды, по которым просто нельзя было передать эту информацию, потому что следствие этого суда тянут за собой последствия других и связано с другой информацией. Пожалуйста, Акрам, представьтесь. Акрам Хузам, шеф московского бюро, телеканал «Аль-Джазира». Прежде чем задать вопрос господину Катырову, я скажу мое мнение, что очень трудно судить, насколько есть международный терроризм или чеченский терроризм внутри Чечни, потому что существуют информационные блокады там. И получить независимое мнение о Чечне очень сложно, очень трудно. И не надо набрасывать на журналистов, которые попадают там в горах или не в горах, что они шпионы или там сотрудничают с террористами и так далее. На самом деле нам, журналистов, очень сложно судить, поскольку вот я лично 3 года не могу поехать туда, потому что очень сложно попасть. И через штаб Ясталинска, естественно, не хочу, потому что это бесполезно. Теперь я хочу задать вопрос господину Кадырову. Скажите, господин президент, после того, как вы получили власть, росло ли число бандитов, террористов, как вы их называете? Если есть конкретные данные, сколько их человек? Это первый вопрос. И второй вопрос. У вас есть конкретная информация, сколько гражданских лиц погибли после того, как вы получили власть в Чечне? Спасибо. Ну, у меня такой информации нет, сколько погибло, но я знаю, что никто изначально не знает, сколько было людей у Масхадова и Басаева, и также не знает, сколько их и сегодня. Потому что эти цифры меняются, смотря как ведут себя силовые структуры. Как только где-то нарушается или же делается преступление по отношению к мирным гражданам, к сожалению, это было очень много. В последнее время это почти сведено на нет. Было очень много преступлений по отношению к мирным гражданам. У нас потерянных довольно большая цифра, где-то 2700 зарегистрированных дел, которые считаются пропавшими. Это еще во время Колыманова было еще зарегистрировано. Вот. А что касается после моих выборов случилось, люди начали возвращаться, беженцы с Ингушетии, люди начали получать компенсацию, люди начали верить в власть, потому что она избрана, а не назначена. Когда я был назначен, все вот пускали слухи, что сегодня-завтра, которые могут перевести муфтием там, или послом, или куда-то в другой регион, было сомнительное такое положение. Конкретно есть цифры у вас, сколько людей возвращается? Возвращается каждый день. Вот сегодня мне передали, что подготовлено на 60 семей пунктов временного размещения в городе. Сегодня осталось в лагерях 4620 человек. Это которые в палатках живут. И эти люди добровольно возвращаются. Пожалуйста, Что? пожалуйста. Я только что оттуда. Ну вот вы все оттуда, а я с Луны свалился. Но извините, но я просто оттуда. Да, вы я была просто. там 3 недели тому назад и Бабинский видела, тоже, что там и тысячи Бабинский лагеря. тоже просто оттуда. Я говорю 4600. Не 4 человека. Правду говорите, господин президент. Вы Ну, давайте, что я завтра улетаю. Я прошу вас взять господина Бабинского, и мы вместе полетим в этот лагерь. А он вернется оттуда? Если со мной полетит, вернется. Тут было Секундочку, Андрей. Пусть поезжайте со мной, я завтра улетаю. Там же 45 тысяч как минимум живет. Ну я говорю, прошу вас поехать со мной завтра. Да нету, вы что говорите? Меня зовут Ребекка Сантана из Можно я скажу? Сейчас, секундочку. Давайте дадим коллегам сказать 2 слова. Господа, 45 тысяч. Я вас прошу, я вас призываю к дисциплине. Что? Вы не можете говорить, вы должны слушать. Да, пожалуйста. Меня зовут Ребекка Сантана из Cox Newspapers. Я неделю назад была там в Чечне, и вот прямо после того, как я вернулась в Москве, человек, мой помощник, с кем я работала, его задерживали. Непонятно, если это милиция, если непонятно, если это ФСБ, и не показывали документы его жены, и до сих пор она не знает, где он находится. Хотел бы узнать, прям, если вы знаете какие-то информации об этом. И тоже второй вопрос. Зачем, если существует здесь в России демократия, зачем стараются пугать иностранных журналистов ехать туда, в Чечню?
иностранных журналистов, я не знаю, я не управляю этими журналистами и не даю им аккредитацию. Это здесь, в Москве, определяет, кому ехать, кому не ехать. И сколько было пользы от этих журналистов, тоже, наверное, мы знаем. Не всегда эти журналисты тоже бывают такими объективными. Вот у вас всегда информация односторонняя, однобокая. Вот Масхадов хороший, а Кадыров незаконный. Вот там беженцы, а мирных граждан вообще нету. Жизнь абсолютно не налаживается. У нас сегодня 226 тысяч только школьников, 19 тысяч студентов в городе, в разрушенном, в этих развалинах учатся студенты. Об этом никто не говорит. Вы когда-нибудь читали мою аттестацию? Секундочку. Я вообще я не думаю, читал, что, и не слышал про вас. Я Бабицкого хорошо знаю. Еще от той войны. Да. Андрей, пожалуйста, я господ журналистов, которые самые профессиональные из всех, прошу без микрофона не говорить, это бессмысленно. Да, у Андрей. нас было включение из Чехии, я живу сейчас в Чехии. Ну, живи на здоровье. Я должен сказать, что... Спасибо. Спасибо за разрешение. Я должен сказать, что действительно есть вот эта динамика. После того, как господин Кадыров был избран, хотя, в общем, я не назвал бы то мероприятие, которое проводилось ваше в Чечне мнение тут не учитывается? выборами, я присутствовал на них, стали люди уезжать в массовом порядке. То есть вот эта цифра 3 с лишним. Это удуговская потому труба. что, потому что, как бы, я вам говорю о статистике. Я вам говорю, что вы говорите. Это удуговская труба. Через голос Бабицкого. Вот слушайте Удугова, говорит Бабицкий. Ну хорошо, я могу продолжить? Говорите. Да. Люди стали понимать, что никаких оснований рассчитывать на серьезные изменения в перспективе на 4 года у них нет, и поэтому очень многие после этих выборов решили покинуть Россию. А кто покинул? Вот вы назовете одну семью, которая уехала. Фамилии просто, не надо говорить там 10, 20, фамилии одной семьи, и где-то семья, куда она уехала. А вы не видели вот сейчас? Одну семью, фамилию, не надо просто говорить. Уезжать начали, приезжать начали. Я сказал другое. Я буду давить терроризм и ваххабизм в зародыше, я сказал. В зародыше. Я ему появиться не дам на свет. Пожалуйста. Я хотел бы обратиться к вам. Давайте мы вернемся, наверное, к теме, что я не думаю, что мы сегодня собрались значит, допрашивать Кадырова здесь. Ну, это, во-первых, мы редко получаем такую возможность. Такое удовольствие. Не надо было приглашать сюда. Мы же тоже пришли, наверное. Хорошо. Господин Кадыров, вернитесь на ваше место, вы будете Я участвовать еще с места. пока не устал, я могу еще... Саидпа, а у меня к вам будет сразу вопрос, Пожалуйста. после рекламы о нем ответите. Пожалуйста. Да, вот господин Кадыров сказал, что он единственный человек, который мог занять пост президента Чечни сейчас. И президент Путин это понял. Вы поэтому сняли свою кандидатуру, потому что он единственный Я не человек? так сказал. Я сказал, что выбор, сделанный президентом, когда он меня назначал, я не говорил, что я мог быть только президентом. Это люди проголосовали. Но тогда только я мог быть, поэтому он назначил. Или же вы считаете решение президента неверно? А я ничего не читаю, я задаю вопрос. Вот так вот. Подожди секундочку, ну вас же народ избрал, при чем тут А президент? сейчас уже народ. Тогда я говорю о назначении. Когда назначали меня. Хорошо. Когда назначали главу администрации, то решение было президента. А, нет, мне тон не нравится. А почему я не могу поставить под сомнение решение президента? Правильно. А что это такое? Ничего, нормально. Нормально? Все нормально. Конечно. Давайте после рекламы продолжим. Все нормально. Он поначалу участвовал в предвыборной гонке в Чечне, потом снял свою кандидатуру, потому что вы поняли, что один правильный кандидат, и это не вы. Правильно. Я, во-первых, никогда не стремился стать президентом республики. Я об этом заявлял неоднократно. Более того, когда ко мне пришли братья Джабраиловы в свое время, сказали, если ты пойдешь, мы будем поддерживать. Я сказал, я не собираюсь идти на выборы, я не пойду. Откровенно говоря, когда я пошел абсолютно не подготовлен, не имея финансовой базы, не имея штабы там, не имея сторонников, потому что все те, которые готовы были быть у меня в штабе, были у Кадырова, были у Джабраилова, были у Сайдулаева, они разошлись. Хорошо, все. И все. Мы понимаем вас. Давайте сейчас вернемся к терроризму. Вот тот вопрос, который главный, который задают люди из Кисловодска. Да? Что надо сделать в Чечне, чтобы не готовились теракты в России? А кто сказал, что теракты готовятся в Чечне?
Подождите, Вы знаете, не вы задали- суть важно, Дальше. где взрывчатка готовится. Важно, кто ее готовит. Заводы, что ли, производят взрывчатку? Нет, что у нас заводы производят взрывчатку, что ли? Или вещества к этому? Ахмед, я отвечу. Во-первых, я привел вам пример, что до 1994 года в Чечне не было ни одного террористического акта. Это первое, чтобы знали. Потому что если мы говорим, что истоки терроризма начинаются из Чечни, почему они начали значительно позже. Это первое. Второе. Когда вице-премьер правительства Российской Федерации, он же министр внутренних дел России Куликов Анатолий Сергеевич, сказал, что в Чечне 8 лагерей, где готовят международных террористов. Подчеркиваю, международных террористов, где окопались выходцы из различных государств мира. И что нужно кончать с международным терроризмом. Нужно нанести точечные ракетные удары по ним. Это стоило Куликову немало, немного его должности. На него ополчились все средства массовой информации и власти. Как это можно? Это не демократично. А можно же было в то время, наверное, закончить терроризм-то. С организованным терроризмом, который чеченский народ не приглашал. Не нужен он нам был. Это люди, которые терроризировали население Чеченской Республики. И об этом почему-то никто не говорит. Далее, значит, да, много загадочных терактов. Ну почему никто не говорит? Ну смотрите, все же 60% людей, которые здесь в студии, считают, что это именно так. Почему никто об этом не говорит? Говорят. Говорят, международные 60%. А я говорю, международные. Да. Вот люди пришли. Да. Но вы знаете, когда цифра 40%, это страшно много. Страшно много. Это чеченцы — третий этнос Российской Федерации. Чеченцы в полной мере пострадали за 12 лет, как ни один народ не пострадал. Чеченцы, находящиеся за пределами Чечни, самой Чечне, после каждого террористического акта, который совершается, они в полной мере получают по полной программе. Вот сейчас теракт произошел, ни МВД, ни руководство МВД, ни Генеральная прокуратура, ни ФСБ, ни мэр города, ни президент республики, то есть президент государства не говорит, что это чеченцы совершили чеченский след. Одна из версий. А, извините, средства массовой информации мгновенно повернули чеченский след, и после этого, что было, вы, наверное, прекрасно знаете. Опять эти маски-шоу, опять преследование чеченцев, лишь потому что чеченцы. Хотя к ним до этого неоднократно приходили, этот человек каждый известен. Но вот это жертвы терроризма. Они оттуда бежали, уходили оттуда, чтобы спасти своих детей, дать им образование, уходили оттуда. А их догоняют здесь и преследуют. И, извините меня, наверное, какой-то гуманизм должен, какая-то порядочность. И когда 40% говорят, я считаю, это очень много. Это страшно несправедливо. И мы говорим, какие теракты знаменитые были созданы. Ну, хоть одно, назовите чеченцев, который совершал. Представители Кавказа, там другие. Да, наверное, были заказчиками Хаттаб, Басаев, там другие. Мы не отрицаем это. Действительно, там лагерь существует. И говорят, что чеченские бизнесмены финансируют. Ну, зачем об этом говорить-то? Что бизнес любого чеченца, который находится, проживает за пределами Чечни, он прозрачен, он виден. Пожалуйста. Я хотел бы сказать... Вы в микрофон говорите. Мансур Магомадов, журналист. Хотел бы сказать вот о чем. Я вижу здесь очень много прекрасных лиц, настолько же прекрасных душ, и обращаюсь также к тем, кто сидит перед телевизорами. Значит, чеченский народ сегодня оказался пассажиром того автобуса, который был взорван для того, чтобы отвести внимание от тех, кто грабит банк сегодня, сейчас. Понимаете, о чем идет речь? Дайте мне слово. Это свобода слова. Я хочу сказать. Значит, господа, банк украден. Банк украден. Значит, чеченцы сейчас... Это же продолжается трагедия чеченцев, оказавшихся в этом взорванном автобусе, чтобы отвести общественное мнение. Опять же, используя средства массовой информации, Савик, я как коллега вам говорю, вы неправильно ставите вопросы. Вы ставите вопросы так, загоняя тех, кто отвечает в заданные рамки. Это хорошо, неправильно. Это скажите мне, как слова. их правильно ставить. Не надо ставить вопросы так, чтобы отвечали на ваш вопрос положительно. И вообще, мне кажется, слово терроризм чеченский некорректно поставлен вопрос. А почему ирландский корректно, палестинский корректно, иракский корректно, а чеченский некорректно? Это извините, мы живем в России. Мы живем в России, в одной единой многонациональной России, многоголосой России. Понимаете? И если мы внутри себя
будем в своей стране, будем такими же методами бороться с терроризмом, у нас ничего не получится. Вы понимаете? Страшно вы не меня? то, какие я вам вопросы задаю, Я вам предлагаю. а страшно вот посмотреть на то, что вы говорите, как люди Я надеюсь на реагируют. то, что С безразличием, общественность, понимаете? россияне, русские поставят каждый себя на свое место, вот, свою национальность, и пусть подумают, насколько им это будет приятно. Мне, как чеченцу, это неприятно. И вопрос поставим некорректно. И, честно я скажу, формулировка начальная была не такая этой передачи. Это не свобода слова, извините. Правильно? Хорошо. Спасибо. Ну, вам не дают говорить, это что не значит, что нет свободы слова. Пожалуйста, спасибо большое, господин Слаханов. Сейчас мы Францию... Я хотел бы вам подарить одну книгу. Вы знаете, судьба, жизнь, даже я никогда не думал, что мне придется писать. Я написал книгу «Эволюция мирового терроризма». Как будто бы я знал, что мой народ будет преследовать, обвинять их тотальным террористом. Я хочу подарить книгу. Здесь как вообще терроризм, а это, наверное, древнее, чем древняя профессия, зарождался. Спасибо. Я вам дарю эту книгу. Спасибо. Франц Адамович, Вы пожалуйста. получаете вторую книгу. Первая это у меня. Уже подаренная Слахановым. Я первого президенту России подарил, вторую тебе, третью. Франц Адамович, первый, вот даю президент тебе. Путин о вас сказал, о вашей работе в Чечне сказал следующее. К сожалению, очень многие политические силы активизируются только в период предвыборных кампаний. Мне очень приятно, что вы отметили одну из них, и отметили в позитивном ключе, это «Единую Россию», которая действительно многое сделала в ходе подготовки к референдуму. Это правда, а некоторые из активистов этой партии, Франц Глинскевич, насколько мне известно, просто лично, без охраны, без всякой, практически побывал чуть ли не во всех селениях. Встречался с людьми, объяснял позицию федерального центра, Государственной Думы. Ну, в общем, напрямую работал с избирателями. И это, конечно, достойно поддержки, как минимум. Это мы ошиблись? Это не вы работали во время референдума? И во время выборов президента Чеченской Республики, и во время выборов депутатов Государственной Думы работал я вместе со своими... Вы работали в Чечне. Да. Так вот, Франц Адамович, вот, глядя на то, что происходит сейчас, игра стоила свеч? Когда у меня было партийное поручение, связанное с Чечней, и меня как одного из членов Генерального совета направили туда для работы в нашей региональной партийной организации, я это воспринял сначала как некое партийное поручение. В прошлом человек военный, исполнял его добросовестно. Я сегодня крайне не удовлетворен вот вообще нашей дискуссией, потому что, мне кажется, мы иногда говорим немножко не о том. Я не согласен с тем, что альтернативы Кадырову не было. Пусть Ахмад Хаджи не обижается, но когда началась предвыборная кампания, из тех кандидатов, которые были, у Кадырова был не самый высокий рейтинг. И работал штаб, работали организации, и прошли выборы. Я сегодня не согласен с тем, что сегодня говорят про чеченцев. Я имею в виду не отдельных представителей боевиков, бандитов. У бандитов нет национальности. Я не согласен про то, как дают оценку миллионному народу, проживающий на территории Чеченской Республики. У меня мало опыта, возможно, общения с чеченцами, которые живут в Москве, в Санкт-Петербурге. Но я очень хорошо знаю народ, который живет в Чечне, в горах, в населенных пунктах. И я сегодня вот стою перед вами, как человек, который пытается по жизни не лицемерить и не врать. Я влюблен в этот народ. И если сегодня не федеральная власть, не региональная власть не обратит внимания непосредственно на чеченский народ,
который сегодня, к сожалению, зачастую живет оторванно от власти, живет своей жизнью, потому что у него проблемы. И не всегда эти проблемы власть решает так, как хочет народ. Я, к сожалению, должен это констатировать. Имею большие, скажем так, нарекания в сторону федеральной власти. А как следствие уже и региональной власти. Мы проблему в Чечне не решим. Я хочу, чтобы в обществе знали, что люди, которые живут в Чечне, на самом деле это очень трудолюбивые, честные и порядочные люди. И они сегодня сталкиваются с проблемами, при которых мы не помогаем им решать проблемы, а наоборот отталкиваем от себя. И зачастую так бывает под действием отдельных представителей федеральных Франц Адамович, но мы же не будем от себя скрывать, что есть немалое количество людей в Чечне, которые готовы взрывать и убивать по разным причинам. Это месть, это трагедии, это всякое. И как сделать так, чтобы это не происходило? Ну, если мы будем говорить, все народы хорошие. Мы же не говорим, что есть лучше, хуже. Все народы хорошие. Значит, но мы же о другом. У меня есть на это, абсолютная уверенность, что в данном случае работа Министерства иностранных дел Российской Федерации может на 80% решить проблему, скажем так, нашего внутреннего существующего терроризма. Меня в этом никто не переубедит. Министерство иностранных дел. Министерство иностранных дел. Я не хочу этот посыл расшифровывать, люди все взрослые и грамотные, они понимают, о чем идет речь. Я не случайно говорил о 1939 году перед этим. В то же время я хотел бы обратить внимание всех на то, что если мы не изменим отношение к народу в целом и не изменим отношение к тому, что происходит в Чечне, если мы не создадим рабочие места, если мы не дадим возможность людям работать, если мы не дадим возможность людям нормально жить, а прежде всего в нормальном цивилизованном жилье, мы эту проблему очень долго будем решать. И люди должны увидеть, что власть, федеральная власть, действительно думает и заботится о своем народе. Проблему один Кадыров. Вы скажите, вот любопытно, вот как Министерство иностранных дел может решить эту проблему? Прекратить источник финансирования терроризма, который сегодня есть в Российской Федерации. Именно Министерство иностранных дел? Послушайте, вопрос правильный. И ответ правильный. Мы все отлично понимаем, о чем идет речь. Да, пожалуйста, у нас просто очень мало времени. Спасибо, более-менее мы понимаем позицию. Дмитрий Рогозин, вы с места будете говорить, ладно? Потому что у нас очень мало времени, потом после рекламы будет Андрей Бабицкий. Да? Ну вот МИД может решить эту проблему. Можно я про МИД ничего говорить не буду, потому что я ничего не понял. Значит, я скажу немножко о другом. Вот Франц Адамович, которого я уважаю, мой коллега по Государственной Думе, я представляю фракцию Родина, он представляет Единую Россию. Я хочу одно только отметить. Франц, не надо сейчас излучать лучи, так сказать, любви к чеченскому народу, любому другому народу. Не надо сейчас забалтывать проблему. Мы уважаем любой народ Российской Федерации. Вопрос в другом. Вот судя по всем выступлениям, которые здесь звучали от моих чеченских коллег, они в принципе даже не признают те проблемы, ту ответственность, которая была у чеченцев за все, что происходило с начала 90-х годов, сначала в их республике, а потом и по всей России. Как будто они единственные только жертвы. Второе. Мне не нравится этот спор, потому что он ведется между иностранными журналистами, Бабицкого отношу к иностранным журналистам, и представителями администрации Кадырова. Потому что они представляют, иностранные журналисты, иностранных налогоплательщиков. Мы, депутаты Государственной Думы, представляем своих налогоплательщиков. И когда мы говорим о том, что да, надо дать возможность чеченцам работать, заниматься мирным ремеслом, это не означает, уважаемый господин Кадыров, что бывшие боевики завтра становятся милиционерами. Они должны стать строителями, я не знаю, там, в пашню пойти, что-то еще, чем-то еще. Учите их. Учите. Мы вам денег даем, более 2 миллиардов рублей ежегодно. Для чего? Второй вопрос. Очень важный. Через дирекцию проходят эти 2 миллиарда. Мы до сих пор не воспользовались опытом других государств. В Америке после 11 сентября немедленно были созданы в Конгрессе специальные комиссии. И Буш создал специальную комиссию для того, чтобы понять, каким образом спецслужбы проморгали теракты. Почему до сих пор российский парламент не пошел на пути восстановления института парламентских расследований, для того, чтобы убедиться, а как деньги,
которые собирает вся Россия на Чечню, расходуются? Почему эти деньги не доходят до тех самых людей, о которых сегодня с таким пафосом говорит мой коллега Калитин? Пожалуйста, как сегодня ответьте. работают специальные службы? Мы все время подменяем понятие. Где голос российских граждан налогоплательщиков, которые должны требовать от власти расходовать деньги под контролем парламента, и вы, господин Кадыров, не должны снимать ответственность за свою работу. Пожалуйста. Нет, господин Кадыров должен на это ответить. Я хочу просто пояснить. У нас мало времени осталось. Я хочу просто пояснить, если уважаемый Рогозин не знает, федеральная целевая программа, где он говорит, эти 2 миллиарда, в этом году там 3,5 миллиарда, проходят через федеральную казенную предприятие, которое называется дирекция, и которое подчиняется Госстрою России Кошману сегодня. Человек назначается здесь, деньги проходят через него, заказчики, министры здесь. Поэтому я говорю, если мы полноценный субъект, отдайте нам восстановление, отдайте нам нефть, чтобы мы его реализовывали. Не Роснефть, что продавала нефть нашу, а что 100% государственная компания была Чеченской Республики. Потом вот спросите, у кого, где эти деньги. А вы тут Кадыров 2 миллиарда украл. Вы просто вот на публику говорите и все. Пожалуйста. Абсолютно. Я хотел бы, Дмитрий, тебе сказать. Нам идут деньги. Господин Салтанов, у нас очень мало времени. Я очень коротко скажу. Значит, я думаю, что, наверное, я считал, что не нужно говорить об этом. За то, что в Чечне произошло, и огромный исход оттуда был, и русские чеченцы заплатили очень дорогую цену. Почти 300 тысяч человек у нас убиты, калеками стали. Республика дотла разрушена. Мы очень жестоко наказываем за это. Мы не снимаем, что да, действительно, был у нас геноцид в отношении других народов, в отношении своего населения, которое иначе мыслил. Потому что был порядок, если ты не с нами, то против нас. И по этому принципу. Поэтому мы заплатили большую цену. И говорить о том, что мы уходим в эту тему, это, наверное, будет очень неправильно. Спасибо, господин Салтанов. Мы должны... Я не согласен. Я сегодня являюсь гарантом народа, который меня избрал, и брать ответственность на народ я не согласен. Если бы Кремль не захотел бы, не было бы у нас Первой войны. Не было бы, не привезли бы Жахара туда, не свергли бы законную власть. Второй человек в государстве, Хасбулатов, приехал сверг законную чечено-ингушскую власть. Зачем теперь винить народ? Была кучка авантюристов, они были, значит, под руководством, под колпаком служб, которые их курировали, как курирует господина Бабицкого тоже. Возят, привозят, отдыхает. Зачем вы так? Ну как есть. У нас есть журналистская солидарность. Вот люди тоже ездят, сколько могут. Я вам одно и скажу, сейчас мы должны уйти на рекламу. Я не могу не уйти на рекламу, правда, это правда. Но я, там, всякие слова критики могут звучать. Вы говорили, не вы говорили, сказали, даем слово, не даем, свобода слова, не свобода слова. Проблема совсем другая. Мы эту тему никогда не обсуждаем. И поэтому, когда мы собираемся, это превращается в некий такой почти, извините за выражение, не обижайтесь, балаган, потому что у нас нет возможности на эту тему говорить никогда публично и нормально. Эта тема табу. И табу она не потому, что наша вина. Не наша это вина. Чтобы журналисты иностранные обсуждали вопросы, значит, здесь наши задавали нам такие, значит... Господин Кадыров, мы в большом мире живем. В каком мире? В большом мире. Огромном. Вы попробуйте где много людей живут вместе. И чтобы наши журналисты вот так вот осуждали. Да сколько хотите. А я не говорю про Польшу, зачем? Это я не считаю за... Хорошо, мы должны уйти на рекламу. Я не считаю это за рубежом. Я говорю государство. В прямом эфире «Свобода слова». Я приглашаю Андрея Бабицкого к микрофону. Андрей Бабицкий совсем недавно, летом был в горах, где живут и готовятся экстремисты. Андрей, вот для нас очень важно понять, если мы не знаем, что там происходит, мы не можем прогнозировать, что будет. Это работа журналиста. Знать, что там происходит. Андрей, что там происходит? Ну, вы знаете, я бы установил очень простую причинно-следственную связь. Терроризм связан с тем произволом, который сегодня творят в Чечне и федеральные военнослужащие, пальма первенства уже сейчас принадлежит даже не им, а людям Кадырова. Он связан с похищениями людей, с бессудными казнями, с пытками, со всем набором тех прелестей, которыми сопровождается эта война уже 4 года. Андрей, ну вот у нас люди в основном считают, что он терроризм международный, что люди, пришедшие извне.
А вот люди, пришедшие извне, в основном из мусульманского мира, арабского, но мы же знаем имена, да? И Я сказал, моя точка зрения иная. Я считаю, что на самом деле ни в чеченских традициях, ни в культуре, ни в религиозности нет никаких оснований для того, чтобы расцветали вот эти идеи радикального ислама. Мне кажется, что если произвол будет остановлен, то и терроризм сойдет на нет. Пожалуйста. Да-да, представьтесь. Меня зовут Юлия Юзик, я журналист и недавно написала книгу «Невеста Аллаха», где пытаюсь понять, кто эти люди, смертники, которые совершают здесь теракты. И вот первое, я хотела бы замечание иностранным журналистам, которые здесь сидят рядом, и, собственно, Андрею Бабицкому. Я бы не стала таким романтическим, каким-то романтичным ореолом окрашивать людей, которые совершают теракты. Не надо говорить о пытках, не надо говорить о людях, которые уводят без суда и следствия. Это все есть, безусловно. Но люди, которые посылают, допустим, этих женщин, которые взрываются на протяжении уже больше года в России, они посылают своих женщин умирать. Они их убивают. И не надо говорить здесь, вот есть пытки, казни, вот как же, и это будет... Они есть, но почему эти люди не идут взрывать себя сами? Понимаете? Почему они посылают своих сестер, своих жен? Это первое. А во-вторых, я хотела бы спросить у представителей власти, господину Клинцевичу, господину Рогозину вопрос. Тема, собственно, сегодня терроризм в России, чеченский или международный. Нам говорят о международном терроризме. Господин президент с экрана нам тоже говорит о международном терроризме. Я занималась этой проблемой достаточно долго. И я знаю, что людей, женщин, мужчин, которых везли на Нордост, люди, которые их собирали, вербовали, возили, они не имеют никакого отношения к международному терроризму. Они имеют отношение скорее к нашим специальным службам и к нашим Министерству внутренних дел. Это российская проблема. И пусть они скажут, пусть они приведут какие-то свидетельства в пользу международного терроризма, пусть они чем-то аргументируют. Потому что вот то, что сегодня прозвучало о том, что теракт в метро совершил араб Абу Аль-Валид, получив $4,5 миллиона, но это детский лепет. Вы встаньте и скажите, где международный терроризм, о чем вы говорите? Спасибо. Очень сумбурное выступление. Я не совсем понимаю, почему не надо говорить о пытках, почему не надо говорить о бессудных казнях, об исчезновении людей. Мне кажется, как раз это самое важное. Дмитрий Рогозин и Франц Клинцевич, вы ответите на этот вопрос по поводу международного терроризма? Ну, вы знаете, у нас такая народная примета всегда, если, значит, свет отключает, значит, виноват Чубайс, да, если, значит, террористы какие-нибудь, значит, Бен Ладен. Проще всего использовать эти клише Бен Ладен, Чубайс и так далее для оправдания всего того, что происходит у нас. Все гораздо сложнее и проще одновременно. Международный терроризм, конечно, присутствует в Чечне, уважаемый, так сказать, автор вопроса. Но проблема в том, что он присутствует именно потому, что слаба Россия. Они появляются именно потому, что они пользуются ситуацией, но которая возникла в самой России. Не потому, что это агрессия международного терроризма против суверенного государства. Если мы были бы сильны, если бы власть была бы сильна, никаких арабов здесь бы не появилось. Давайте мы посмотрим на реакцию. Пожалуйста, Франц Адамович. Господа, я прошу прощения. Дело в том, что когда мы... Дима, когда мы говорим о международном терроризме, я вот лично, прежде всего, имею в виду не то, что пришел человек извне, принес взрывчатку и взорвал. Я говорю о том, что заказы сделаны оттуда, деньги профинансированы. У нас здесь хватает соответствующих центров. Я имею в виду вот источник этого терроризма. И, безусловно, меня никто не переубедит, что на эти международные террористические деньги происходят события, взрывы и в Чечне, и в других российских регионах. Давайте подведем итоги того, как наша аудитория работала. Вы помните, она была поделена на две категории. 40% считают, что терроризм, корни его в Чечне, а 60% считают, что его корни международные, что это в самом деле вот этот образ коллективный Бен Ладена. Итак, какое высказывание разъединило совершенно, раскололо нашу аудиторию? Я должен защищать свой народ, которым мне доверили свою судьбу. Я буду это делать. И буду защищать их права и со стороны федералов, и со стороны бандитов. Вот это высказывание Ахмата Кадырова, президента Чеченской Федерации, вот раскололо аудиторию. Кто-то вам поверил, а кто-то вам вообще не поверил. Чеченская Федерация?
Чеченской Федерации. Да, что вы несете ответственность за весь народ, и вы во главе этого народа. Кто-то поверил, а кто-то не поверил. А вот какое высказывание, кому оно принадлежит, которое было поддержано нашей аудиторией максимально, и той, и другой группой? А как деньги, которые собирает вся Россия на Чечню, расходуются? Почему эти деньги не доходят до тех самых людей, о которых сегодня с таким пафосом говорит мой коллега? Дмитрий, пожалуйста, как сегодня ответьте. работают специальные службы? Мы все время подменяем понятие. Где голос российских граждан-налогоплательщиков, которые должны требовать от власти расходовать деньги под контролем парламента, и вы, господин Кадыров, не должны снимать ответственность за свою работу? Вот это высказывание Дмитрия Рогозина было одобрено, что говорит, что все равно общественность... Это понятно, у меня фамилия Кадыров же. Был бы там Сидоров, Петров, тоже поддержали бы. Вот что самое обидное, что мы делим по национальным признакам. Самое обидное. Вот тут говорят, вот выталкивание русскоязычных, там вот их вытесняли, когда в 94 году 31 декабря полетели бомбы на город Грозный. Вот тогда большинство было русских в этом городе. Чеченцев в советские годы не допускали никуда, ни на заводы, ни на нефтепромысла, никуда. Они были второсортные в советские годы. Русскоязычные жили в городе, в городах. Вот эти бомбы начали падать на них, и начали они убегать оттуда. Не мы виноваты. Правда, это правда. Хорошо. Грозный всегда был преимущественно русским городом. И многие русские, до 80% потерь в Грозном были русские люди. Дмитрий Олегович, Записка, которая была найдена... Я вынужден закончить программу. Письмо было, которое писала старуха. Бейте, все равно нас ничего не осталось. Старуха. Господин президент, это вы руководите чеченским народом. Я не руководил. Я эфиром не руковожу. Я вообще тогда Теперь нигде надо не был. прощаться. Я нигде не был в 94 Сейчас будет году. фильм на Нигде. канале НТВ. Будет фильм. И мы исчезнем. И, может быть, зрители этому будут рады. Но сейчас будет фильм. Все. Да, это До следующей хорошо. пятницы. Закончилось все, да? Это плохо.